Год назад в Коми начал работать Центр управления регионом. За это время обработаны десятки тысяч жалоб жителей Коми по самым разным проблемным вопросам. Большая часть решена, при этом жителям не пришлось ходить по инстанциям. Такие центры созданы во всех субъектах по поручению президента России, чтобы сделать качественным и максимально простым диалог властей всех уровней с жителями страны. Ольга Коняева знает, как это работает. 76 355 сообщений на данный момент уже отработано. Это так называемая тепловая карта. Уникальный инструмент. Позволяет видеть проблематику, волнующую жителей Коми, в режиме 24/7 в каждом муниципалитете. Стоит написать жалобу в соцсетях, информационно-аналитическая система тут же зафиксирует обращение, а сотрудники Центра управления регионом перенаправят вопрос для решения в органы местного самоуправления или республиканские ведомства. Здесь мы видим те темы, которые граждан наиболее волнуют, такие как обращения по теме вакцинации или лечения от коронавируса, обращения и сообщения по темам плохих дорог, ЖКХ, благоустройства. За месяц мы, если обратим внимание на карту, мы видим, что больше всего проблем и волнует граждан Троицко-Печорского района и Сыктывкара. Холодные батареи в квартире, ямы на дороге, протекающая крыша, неубранный мусор. Чаяния жителей Коми в соцсетях касаются, как правило, простых бытовых вещей. Решения не требуют больших затрат, но часто затянуты по времени. Центр управления регионом – это связующее звено между жителем и властью всех уровней. Онлайн-формат общения позволяет оперативно получить ответ. В среднем ожидание чуть больше 4 часов. В то время как классический порядок обращения к власти предполагает 30-дневный срок. За год работы ЦУР помог решить не только локальные, но и выявил системные проблемы. Если помните, была такая очень резонансная история, когда сотрудники МЧС весной по неокрепшему льду перевозили ребенка, которому срочно потребовалась медицинская помощь. Мы тогда, собственно, изучали эту проблему, и выяснилось, что действительно в очень многих населенных пунктах республики очень трудно транспортировать человека, если ему вдруг понадобилась помощь в период бездорожья, потому что там либо вовсе отсутствуют, либо находятся в ненормативном состоянии вертолетные площадки для санавиации. Итогом работы стало поручение Владимира Уйба правительству региона оборудовать 15 дополнительных вертолетных площадок в отдаленных районах. Глава Коми в курсе всех проблем на местах, и многое решается при его личном участии. Сам просматривает тепловую карту и ежедневно получает информацию от ЦУРа. Формат диалога посредством интернета оправдал себя. Об этом говорит постоянно растущее количество сообщений от жителей. В Сыктывкаре и Усинске уже работают муниципальные центры управления. До конца года такие появятся еще в Ухте и в Иркуте. С 1 июля мы буквально месяц поработали в тестовом режиме, посмотрели, как работает наш муниципальный центр. Значит, у нас отработано 229 обращений за это время. Мы с вами прекрасно знаем, что сегодня жители активно участвуют в соцсетях. Оттуда мы узнаем о разных вопросах, проблемах, которые возникают. Мы обязательно стараемся каждую проблему именно решить. Планы ЦУРа – развиваться дальше, совершенствовать сервисы обратной связи, расширять круг партнеров. Уже наладили работу с прокуратурой, планируют подписать соглашение с региональным управлением МЧС, привлекают общественные организации. Так куда же обратиться с проблемой? Все просто. Сообщение можно оставить в социальных сетях, в официальных группах городов и районов Республики Коми или ЦУРа, а также обратиться через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.